Посмотрите на эту жесть, там капсет. Офигеть, там просто друг на друге они сидят. Все, доброе утро. В общем, что, я принял решение, еду назад в Fairbanks. Я что-то подумал, нафиг мне эти страдания, мучения, этот Далтон Хайвей сдался. Потому что этот Далтон Хайвей — это реальное мучение, страдания. Никак по-другому не назовешь. По крайней мере, сейчас, вот в данное время года. Как бы тут все складывается. Тут все ужасно. Комары, в первую очередь, конечно. Они везде и всегда, даже на трассе, как бы едешь, они тебя долбят. Вот это 400 миль, 450 даже вот этого гравийного покрытия с пылью, с этими траками огромными. Как бы и с этими подъемами и спусками все время резкими. Короче, нафиг мне это все надо на данном жизненном этапе. Я сюда приехал на Аляску, и вообще я хочу получать удовольствие от езды и получать удовольствие от природы. Здесь на Далтон Хайвее такого не получится. Здесь просто это превозмогание себя, испытание себя. Те, кому надо это, пожалуйста, ради бога. И респектуха всем, кто это делает, конечно, это реально проехать Далтон Хайвей. Вот я вот своей задницей сейчас это почувствовал. Это реально сильно, как бы, ну, такое испытание. Ну, для тех, кому это надо. Мне это нахрен не надо. Я, конечно, хочу увидеть там тундру, за полярным кругом поездить, но не такой ценой. Спасибо. Может быть, когда-нибудь там на мотоцикле или на автомобиле я поеду. Но на велике я сейчас этого делать не хочу. Да, и вот на этом Далтон Хайвее вот что-то одно убрать, и было бы нормально. Либо хотя бы, я не говорю убрать полностью комаров, процентов хотя бы на 70 сократить комаров, было бы уже бы, можно было бы ехать. Или была бы асфальтовая дорога, было бы уже намного легче. Либо была бы плоская дорога без этих горочек, ну, относительно плоская хотя бы, уже можно было бы ехать. А тут все вот это вместе в совокупе. Единственное, тепло только, как бы погода хорошая, не сильно жарко, не сильно холодно, комфортная температура. Вот. Тут все в совокупе, как бы оно долбит. Такой получается замес вместе с гравийкой, с холмами и с комарами. Ладно, комары бы еще в лесу бы просто были, они же на трассе долбят прям на подъеме. Ты едешь, и они тебя долбят, блин. Это вообще это тяжело, капздец как. Я не хочу так страдать сейчас. Я создан для наслаждений, как говорится. Нет, я просто уже за свою велопутешественническую карьеру настрадался капздец. Не, вот прям такого не было, потому что я на севера не сувался. Такого не было, да. Соглашусь. И не хочу. Спасибо. Такого. Не хочу. Сюда реально на мотике надо приезжать, как бы проезжать быстро это все. Вот, и комары не догонят. На велике это просто, я не знаю, мазохизм какой-то здесь. А самое страшное, что я еду вот по Далтон Хайвею и даже во Флориду хочу, блин. Это самое страшное, блин. Или хотя бы какая-нибудь инфраструктура была бы, чтобы не пришлось возить столько продуктов с собой, потому что вот по этим горочкам вот это тоже очень сложно. Сильно нагруженный велосипед продуктами вот поднимать вот в такие вот резкие подъемы, капздец тяжело. Вот если было бы хотя бы там на полпути какой-то городочек, магазинчик, что-нибудь такое, где можно было бы затариться, было бы гораздо бы легче, конечно.
Есть разные люди, вот кто-то наслаждается результатом. Типа, вот, я доехал до Продо Бэй, проехал Далтон Хайвей, я крутой, вот он наслаждается этим. Это хорошо тоже. Я наслаждаюсь процессом, не результатом. Результат, ну что ты, ну приехал, ну да, вот там сделал. Ну блин, тебе даже пряник с полки никто не даст как бы за это. Вот. А то, что там испытывать себя, да я уже давно себя испытал, как бы знаю свои возможности, знаю, что я могу там, что я не хочу, что могу. Вот, и я наслаждаюсь процессом. Вот здесь вот я процессом не наслаждаюсь. Это потому что мучение, как бы комары, тут все факторы. Тут просто едешь, вот чтобы доехать. Вот это испытание реально. Я не хочу сейчас испытания, я хочу наслаждаться ездой, наслаждаться природой. Вот природа здесь шикарная. Вот тайга вот здесь такая. Да, но с комарами ты не можешь ей насладиться. Там по трейлам где-то каким-то погулять. Тут трейлов, конечно, нет, такие дикие места. Вот. Я хочу наслаждаться жизнью, получать как бы удовольствие. Иногда можно пострадать, когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно. Если бы там была бы какая-нибудь круговая дорога, и она бы куда-нибудь выходила, я мог бы другой дорогой, это бы имело бы смысл, но в тупик вот так ехать, а потом там стопить оттуда, ну потому что опять по этому пути ехать назад, я уже не представляю, это реально тяжело. Да, утро начинается с подъемчика сразу же. Капец там. На самой первой передаче еду, и тут тяжко вкручивать такие резкие подъемы, офигеть. Как говорится, спасибо, Далтон Хайвей. Но не сегодня. Так, тут цепочку надо почистить немножко. Скопилось тут грязи. Часто спрашивают, как бы, где тебе больше всего понравилось вообще. Ну, как бы много мест, конечно, да, но я часто вспоминаю именно Сибирь, когда я Транссиб ехал, там участок примерно там Забайкальский край, Чита, что там, уже на Дальний Восток, там Амурский край, вот. Там было классно, там было в меру дико, притом хорошая трасса, и в меру дико, и каждые 100 километров попадалась какая-нибудь деревушка, где можно было там в магазинчик зайти, какая-нибудь колонка с водой, где можно было спокойно набрать воды, то есть без напряга. И притом я еще ехал в такое время, в августе где-то. Как раз самое время для ягод там было. Фу, блядь. Для ягод, голубики было дофигища. Я там столько ел, я там в котелок набирал, там сахара добавлял. И так ел, у меня там язык уже вообще не имел просто от этой голубики, от кислоты там. Вот было классно, вот это я вспоминаю Сибирь, да, вот там все сходилось. И комары там были, конечно, но не в таком количестве, конечно, как здесь. Вот, ну в целом я часто вспоминаю, там вообще прям наслаждаться ездой, да, в меру дико, все, что нужно. Гречечка с мяском. Вкусно. Попшикался репеллентом, сейчас даже комары меня не достают. Но я тут в таком месте, тут ветер продувает. Нормально. Даже кайфанул чуть-чуть. Думаю, блин, а что прикольно, думаю. Наушники, хорошо в них есть режим
окружающей среды. Ну, то есть, чтобы слышать все, что ты слышишь вокруг. Что ты должен слышать вокруг. Вот, слушаю всякие лекции, музыку могу послушать. Вот, и сразу дорога легче, веселее пошла. Еще и покушал. Вот, если что, кому совет, кстати, хорошее приложение. Антенна Pod называется. Вот оно. Бесплатное приложение, там можно всякого накачать. Я вот обычно качаю здесь. Слушаю всякие радиомиксы, вот, Тиеста, любую там современную электронную музыку, вот, подкасты всякие. И можно все это офлайн скачать и потом слушать, если нет интернета или просто ограниченный трафик на скачивание. Там нашел где-нибудь Wi-Fi, скачал и слушаешь, едешь. Антенна Pod называется. Удивительно, сейчас назад еду, такой ветерок хороший, свежий, там вот смотрю, какие-то дождевые облака, и даже комаров нету, он как-то раздувается, я даже любуюсь сейчас красотами, наслаждаюсь, вот, без комаров. Вот тут есть один трейлхед где-то, вот тут вся информация есть. Вот и то он как зимний. То есть вот там видно на велике даже чувак зимой с собакой. Офигеть. Потому что тут по тайге гулять как бы кайфа особо нету летом. Вот с москитами как бы удовольствия нет. Вот зимой здесь интересно побывать на северах. Вот мне именно вот зимой интересно. Тут говорит, один чувак говорил, зимой видел до вот Протхо-Бэй, в феврале чувак ехал. И я, в принципе, его понимаю. Я не знаю, что лучше, зимой или летом. Мне кажется, зимой хоть москитов нету. И ты едешь, согреваешься как-то. Другое дело, как ночевать, да. Там надо будет подготовленным быть. Здесь вся информация. Вот Living Good, это тут какой-то поселочек здесь недалеко рядом. Вот это вырос в золотую лихорадку. Здесь же вот Fairbanks, это все эти городки выросли за счет золотой лихорадки. Вообще Аляска вот начала вот расти, популяция за счет вот того, что нашли золото. Здесь карта вот до Dead Horse, Prudhoe Bay, и вот Fairbanks. Ну вот я выехал, по сути, вот до сюда доехал. Вчера думал, может, до Юкона хотя бы доехать, но потом думаю, не, нафиг, короче. И поехал назад, то есть я совсем чуть-чуть. Можно было бы и до этого Arctic Circle доехать. До этого, какого, блин, по-русски, как это? Короче, вы поняли, Arctic Circle, туда, в принципе, недалеко можно было доехать, чисто, чтобы отметиться, но я, честно, не хочу больше по этой дороге ехать. Речка, интересно, рыба здесь есть? Hello again. I have a bag for you. Huh? I have a bag for you. Oh, okay. No, I was laughing because you don't let me pick stuff up. Okay, I'm just gonna... Yeah, thank you. Yeah. Okay, All right, man. thank Enjoy. Yeah. Up. Have a good day. Thank you. Too. Удивительно здесь меняется растительность сразу. На юг едешь, дальше, буквально за хребет заезжаешь,
И тут уже деревья высокие, уже не такие полутундровые. Широколиственных много становится. Вообще на глазах. Нашел такую светлую березовую рощу. Проехал где-то 35 миль, короче, встану. Реально классно, среди березок, прям люблю ночевать. Спешить мне некуда, чё. Вода есть, продуктов вот так вот, надо есть их. Вот. Буду отдыхать, кайфовать. И комаров здесь, кстати, немного. Сегодня ветер так продувает. Сделал пюрешечку с мяском тут. Вкуснотища. Вот сейчас мне вообще все нравится. Лес такой шикарный. Я бы даже на день бы здесь затусовал бы. Отдохнул. Солнышко. Вот это я буду помнить. Вот ради этого я езжу. Чтобы вот так вот встать где-нибудь, кайфовать под деревьями. Ровно 10 лет назад, кстати, я ехал по Сибири. Это был 16-й год, лето. Вот, я в мае вышел из Средней Азии, из зимовки. Через Таджикистан, Кыргызстан и через степи Казахстана, казахский мелкосопочник, я пересек границу в Алтайский край. Через Рубцовск, потом Барнаул, Новосибирск. Вот, и с Новосибирска уже пошел на Транссиб, на Владивосток. Там Томск, Красноярск, Канск. Или Канск, Красноярск. Что-то я уже карту забывать начал. Ну, не суть, короче. Вот, потом на Иркутск. Вот, и, конечно, вот этот Транссиб одно из самых классных мест вообще, где я был. Как бы, ну, воспоминания крутые. Нелегко, конечно, тогда было. Сама дорога нелегкая, но интересная. С годами, конечно, еще все плохое забывается, что было. Ну, плохого там ничего не было. Как бы обычная рядовая дорога. Ну, 10 лет прошло. Просто я сижу так и офигеваю. 10 лет это много или мало? Вот для человеческой жизни, наверное, это много. Потому что не знаю, сколько нам отведено. Может, лет там 70, 80, может меньше, кто его знает. 10 лет это очень много. И что прошло за эти 10 лет, конечно, тоже вопрос. Первые 5 лет, конечно, были насыщенные. Там и дети, и все. А вот вторые 5 лет получились какие-то скомканные, нервные. Да, интересна жизнь, конечно, наша. Все, доброе утро. Представляете, проснулся в час дня сегодня. В час дня. Думаю, такой, никуда не хочу ехать. Думаю, отдохну сегодня здесь. Прекрасное место.
Такая березовая роща. Комаров днем практически нету. Думаю, я еще не отдыхал в лесу нормально. У меня был один день отдыха в Fairbanks, но я бы не назвал бы его отдыхом. Вот. А вот в лесу это по-настоящему отдых. И так что сегодня останусь здесь. Вода чуть-чуть есть, что-нибудь приготовлю покушать. Тихо, спокойно. Че, мне спешить некуда. Сегодня еще так свежо, хорошо. Облачка. Ай. Так, что-то устал я лежать, время уже 6. Пойду прогуляюсь, смотрю, здесь есть тропинка к речке. Вот, воды еще надо набрать, воды нет. Вот. На этот раз я уже трек записываю этот. Я пользуюсь картами Maps.me офлайновыми. Вот. Все остается. Пойдем гулять. Пань, ну у меня тут куропатка напала, ёкарный бабай. Да не собираюсь я тебя трогать. Иди отсюда. Ёпарасы там. Все, ухожу. Ухожу, блин. Ёпарасы. Испугала, блин. Налетела. Может ее зажарить, поймать? А? Фу. А вот я и вышел к дороге. Нифига здесь хайвей полноценный. Офигеть. Тут дичь сама в руки лезет. Вот если бы я сейчас задался бы целью поймать дичь, я бы еще руками бы голыми бы. Ну, сколько медуницы здесь растет. Сколько я в свое время в Сибири наел вообще. Ну это же медуница. Просто она немножко отличается. Но на вкус она как медуница. Хер знает. Ну цветочки же похожи. И кустики вроде похожи. Она немножко как будто бы отличается, но на вкус как медуница. Фига, здесь поляна какая прикольная. Там стрельбище какое-то. Видимо. Потому что я сегодня выстрелы здесь слышал, кто-то стрелял. Я бы вот сюда, на севера, вот где-то через месяцок, не раньше бы вернулся. А лучше вот в августе точно. Когда здесь будут ягоды, вот здесь будет рай. Сейчас кроме комаров как бы ничего особо нету. Нечем поживиться. А когда вот ягоды, вот это будет здесь. Там целые ковры вот были, где дальше по Далтон Хайвей. Ох. А какой аромат от этого шиповника. Обалдеть. Вот здесь насос стоит. Воду из речки качают, видимо. Закачивают в цистерны. Ух ты, какой здесь мостик. Фига, это старая дорога, что ли, была.
С речки набрать, конечно, не получится, она слишком грязная, слишком мутная. Вот, я не знаю, может родничок где-то здесь будет какой. Ладно, попробую, наберу. Через фильтр попробую ее очистить. Речка вроде сама чистая. Таталина называется, ривер. Вот, там никаких поселений вроде бы нет. Просто она из лесу течет, вот такая вот. Почва такая вот. Не, вода вкусная, хорошая. Она чистая, ну, не загрязненная химикатами, это чувствуется. Просто цвет такой из-за почвы. Вот, через фильтр пьешь, вообще как родниковая вода. Холодная, студеная. По кайфу. Путешественники из Германии проехали на самосвале. Фу. Отвалы здесь какие-то. Тут вообще много мест вот по этой дорожке, где закемпиться можно. А так с трассы и не увидишь, пока не свернешь. Вон сколько мест. Фух, дошел. Хорошо, я трек хоть начал свой. Но даже с треком довольно-таки тяжело найти, выйти на траекторию правильную. Так, ну что, доброе утро. Все с новыми силами. Сейчас уже 11 утра. Я проснулся где-то 1,5 часа назад. Просто сидел, думал о жизни. Вот. С новыми силами едем в Fairbanks. Сегодня я должен доехать, там 50 миль. О, Патрик меня тут остановил. Я опять не заснял людей. Вот, дал мне газировку. Это вообще офигенная штука. Как раз на обед сейчас встану. Блин, красная чечевица — это просто офигенная штука. Получается как гороховая каша, только варится быстро очень. Офигеть. Фу, все, на перевал последний забрался практически. Ну, самый высокий, и связь появилась. 2 палки аж. Фух, как хорошо было без связи, на самом деле, уже привык. Первый день, да, такой, ты не знаешь, что делать. Телефон берешь, а толку нету. А потом привыкаешь, и нормально вроде все, и все отлично. Он сейчас чуть-чуть остановился погулять, походить, а то вообще дорога тяжело идет сегодня. Я уже все написал Чарисе, она ждет. Мне осталось, не знаю, миль 20, наверное, еще ехать. Вообще тяжко. Да, тяжелый, конечно, здесь рельеф.
Тут получается горная гряда, она тянется с востока на запад, а дорога идет на север. И получается, ты все хребты собираешь. Только штурмуешь, то есть перевал за перевалом. Только спустишься и опять 500-600 метров подъема. Резких, потом опять. Это трындец. Меня вымотало вообще жесть. Никак до Фэрбэнкса доехать не могу. Фух, все, доехал. Капздец, я устал. Охереть, меня доконали эти горочки, блин, под Фэрбэнксом. Тут сейчас ребята приехали, пара. Еще не знаю откуда вообще они. Велики стоят, вон. Шорли. Фига там. Заряженные велики. Чисто для Далтон Хайвей прям. And it's been a really freezing night. Yesterday we did around 20 kilometers on the first stretch. It's so nice, and especially when it's totally unexpected. And most of the island, the island I think is like 90 miles by 30 miles. Yeah. And there's only 14. Talking about you. Yeah. Вот это, короче, ребята из Норвегии приехали. С Норвегии едут в Патагонию. Патагония планируют 2 года вот так ездить. Молодцы вообще ребята. Вот. Это мы с Чариси. Вот я уже отправляюсь в путь сейчас. Вот. Так что все хорошо. Thank you so much, You're Чариса. welcome so much. I'm so glad you came to stay. Спасибо большое. What? Спасибо. Thank you. You're welcome. Thank you. Yeah. It's Вот. great having you here. Да, так что. Okay. Should I take a picture? Oh, that's cool. Yeah, please. Okay. Oh. Nice. There we go. Okay. 2? One as well. Awesome. Let's go together too. Yes. For memory. There you go. Okay. Yay. No, Nice. good. Thank you. Alright, we're gonna get a video of you going. Yes. It's like my thing. Let me know next time you're in Maybe the I area. I try again. Go to Prodo Bay. Whatever works for you. Да, but not today. Not today. Okay. Have a good ride. Thank you. Yeah. Все, еду. Сейчас в Walmart заехал, купил перчатки тренировочные, а то у меня здесь натирает, блин. Вот так вот постоянно делаешь, должно помочь. Плюс руки обгорают на солнце все время. Так, ничего, раз в месяц можно и бургер схавать. Кстати, насчет ребят норвежцев, они, как и все нормальные, разумные люди, доехали автостопом до Продо Бэй и оттуда уже поехали на Фэрбэнкс. Это гораздо умнее и лучше, потому что вот эти хиллы, которые я ездил, горочки, по которым я ездил, это первая треть пути из Фэрбэнкса, если ехать, и самая тяжелая. То есть потом там более ровная дорога, без таких горочек, лучше. Да, и вот мне тоже так же надо было сделать на самом деле. Ну, пофиг вообще, как бы. У меня нет цели Продо Бэй, у меня нет цели там Панамерикано сделать, поэтому мне пофиг. Вот. А сейчас я еду на юг, в портовый городок Валдис. Вот, там должно быть очень красиво. Вот, ну и в любом случае тут в Аляске особо не разгуляешься нигде. Дорог мало, либо в Канаду ехать, а в Канаду я не могу. Вот, либо по Америке только. Оп. Excuse me. Thank you. Вот.
такие вот дела. И ехать до Валдис 400 миль. Так же, как в Анкоридж, он параллельно с Анкориджем находится на берегу. Просто там другая дорога идет. Тоже очень красивая. По трассе, а тут, оказывается, параллельно велодорожка идет. Какой кайф ездить по плоскочу вообще. Меня, конечно, эти холмы, горочки, эти Фэрбэнксы вообще добили. Техзона асфальтовая, она широкая, ну вот идет, но почти везде она вся в мелкой крошке от зимы. И ее не чистят вообще. Да и скорее всего здесь просто этих уборочных машин летних вовсе и нет. Одни только снегоуборочные, наверное, так. Потому что нигде не чищено. Я не видел, чтобы было чищено где-то. Ехал, упал. Колесо занесло переднее, блин. Опасно. Просто хочу к речке выехать. Отдохнуть немножко. О, речечка какая. Это одна протока, кстати. Там основное русло там идет. Даже не знаю, как за рыбалку здесь. Ладно, попробую порыбачить. Не знаю, что из этого выйдет. Что-то мне кажется, что рыбы здесь вообще нету. Посмотрим. Нет, что-то ничего нету, уже забрасываю сколько раз. У меня еще терпения не хватает, как бы там раз 5-10 закидывал, нету ничего, ну ладно. Хотя может что-то есть, но чуйка мне подсказывает, что здесь вообще голяк. А тут совсем рядом озерцо с речкой. И вот тут вполне должна быть рыба, я думаю. Прозрачное озеро такое. Я на это надеюсь. Сейчас попробуем. Стоячую воду я больше люблю. Больше понимаю, как тут рыбачить, по крайней мере. Вот такое вот место возле трассы нашел. Женщина тут проходила, она говорит, тут рыба есть. Большая, говорит, есть. Ну, сейчас расчехлимся, посмотрим. Вода здесь, конечно, прозрачная, прям искупаться охота. Поменяю воблер на блесну. Попробую, может получше будет. До сих пор привыкнуть не могу. Какое здесь солнце нежное, спокойное. Оно не жарит, блин, глаза не выжигает. Ты просто вот так гуляешь, сегодня вот относительно жаркий день, и на солнышке спокойно ходишь, ничего не припекает, как хорошо, идеально. Часто по Америке такие таблички висят, предупреждения об инвазивном каком-нибудь растении, водоросли. Вот, и предупреждают, чтобы его не распространять, надо дно лодок чистить хорошенечко, чтобы оно не распространялось, потому что оно на рыб плохо действует, на экосистему, короче. Мангальчики тут стоят. Вообще кайфовое озеро.
Все, нашел такое вот шикарное местечко в таком хвойном лесу. Сегодня 30 миль всего проехал. Вот, и здесь у меня речка совсем рядом. Чистая прозрачная речка. И там вроде как хариус даже водится. Если верить Гуглу.